Друзья, всем здравствуйте! Это карта дня на 15 января 2021 года. Посмотрим, какой будет день. Сегодня на Таро сделаем расклад. Таро последствия называется. Общая карта дня для всех. Это карта для овнов, тельцов, близнецов, раков. Так. Карта для львов, девы, весов, скорпионов, стрельцов, козерогов, весов, водолеев и рыб. И итог дня. Итак, для нас, для всех выпадает сегодня король мечей. Эта карта связана у нас всегда с общением, с договоренностями, с какими-то бумагами, документами, которые мы можем подготавливать, заверять, подписывать, оформлять и так далее. А также вот по королю мечей очень часто идут какие-то групповые занятия, да, может быть, это спортивные какие-то занятия, может быть, это интеллектуальные какие-то занятия, группы по обучению, может быть, здесь просто какая-то вечеринка, да, когда друзья собираются, что-то обсуждают, но это не просто друзья, как люди, допустим, из одной семьи или соседи, когда у нас просто разные интересы. Это люди с одними интересами собираются, может быть, какая-то цель одна, может быть, какой-то проект один, да, вот что-то важное обсуждают. Здесь действительно люди на одной волне находятся. А также вот эта карта может говорить о том, что могут решаться сегодня вопросы, связанные с судами, с какой-то конкуренцией, да, вот соревнованиями, когда мы пытаемся кого-то в чем-то превосходить, да, каких-то больших хороших результатов добиться и так далее. То есть вот король мечей – это карта, когда мы вот все в таком вот, может быть, напряжении даже некоторым находимся, именно для того, чтобы добиться своей цели, для того, чтобы заработать, для того, чтобы как-то себя проявить, на своем настоять. Очень хорошая карта для того, чтобы получать помощь от других людей, если мы действительно в ней нуждаемся. Хорошая карта для того, чтобы куда-то поехать, может быть, даже далеко, да, на далекие какие-то расстояния здесь поездки могут быть. Эта карта, связанная с какими-то знаниями именно современными, да, когда вот что-то приходит такое в нашу жизнь, что может как-то нас продвинуть, вот очень значимые такие ситуации, знания, люди, да, которые вот как-то наше будущее определяют. А также вот эта карта очень часто говорит о том, что мы сегодня оторваны как-то можем от реальности быть, да, мы можем витать в облаках, мы можем мечтать о завтрашнем дне, о будущем и не замечать того, что у нас сегодня происходит, не замечать тех людей, которые рядом. Можем спорить, вот доказывать свою позицию, да, мы можем не обращать внимания на чувства других людей. В общем, такого вот рода день, знаете, когда мы можем много разрушить, да, из каких-то важных для нас отношений, допустим, что-то натворить в делах. В общем, будьте осторожны, потому что сегодня может действительно нести прям, знаете, очень такая энергия мощная, когда мы очень уверены в том, что мы делаем, говорим, а на завтрашний день нам кажется, что все это было зря сказано, сделано и так далее. Теперь карта для овнов. У вас, уважаемые овны, выпадает умеренность. Старший аркан, важный день будет для вас, уважаемые овны. И, кстати, вот эта карта, она даже вот вам по энергетике не соответствует. Скорее всего, вами даже будет некомфортно этот день восприниматься, потому что вы любите там всего добиваться, вы быть первым любите на виду, чтобы все вас слушали, да, чтобы направлять всех, организовывать. А вот сегодня это не получается делать. Вот лучше всего запланировать сегодня какой-то отдых и расслабиться, да, потому что иначе все равно все дела, которые вы сегодня делаете, они либо могут тормозиться, да, они вот как эти энергии, они как бы с вашими энергиями не сходятся.
Вот, и может быть как-то тяжело вот проходить день для вас. Кроме того, если вы все-таки сегодня в активной деятельности, можете сегодня что-то там проливать, разливать, что-то столкнуть, уронить, разбить и так далее. Куда-то поспешить, куда-то там въехать и так далее. Можете даже просто вызывать в людях какие-то слишком сильные эмоции. Видите, тут вода, да, разливается. То есть люди при столкновении с вами могут очень как-то активно там спорить с вами, да, или как-то, может быть, вмешиваться в вашу жизнь, мешать, потому что вы им не даете покоя. То есть вот лучше сегодня направить свой день на какой-то отдых, расслабление, и, может быть, даже лучше побыть в одиночестве сегодня, если это возможно, потому что вот с другими людьми вам будет сложно, вам будет нужно постоянно себя держать в руках, и не так уж легко это вам будет даваться. Так, что еще может быть умеренность у нас? Кстати, вот это очень хорошая карта для каких-то поездок. Вот это будет очень удачно, когда вы едете в другой город или в другую страну, допустим, даже, когда вы посвящаете время обучению, да, вот вы, допустим, в чем-то и так мастер, и стараетесь еще больше профессионализм свой повысить. Тоже очень удобно будет, очень хороший день для этого. Могут приходить, кстати, денежки хорошие, прям большие суммы, могут сделки заключаться хорошие. Но вот здесь как-то уже все идет по накатанной. То есть это не результат сегодняшнего дня, это то, что вы получаете либо неожиданно, да, либо то, что вы готовили долгое время, сейчас оно просто уже само собой, да, начинает происходить. Может быть, какое-то известие очень хорошее, удача какая-то придет, может, человек какой-то встретится, да, который, вот благодаря которому вы можете решить какие-то свои вопросы. А может быть, это человек, знаете, как ваша вторая половинка, если вот вы еще не в отношениях, да, вот может и такая встреча быть. Может быть, это, кстати, произойдет в поездке или во время обучения. Так, следующая карта для Тельцов у нас тройка жезлов выпадает, и у вас день очень энергичный, да, вот смотрите, вы, уважаемые Тельцы, такие как бы материально ориентированные люди, да, а сегодня вам будет хотеться выходить за свои пределы, за свои рамки, вам будет хотеться общаться, вам будет хотеться, может быть, на кого-то опереться, да, с какими-то людьми новыми познакомиться. Может быть, много работы сегодня предстоит, которая, знаете, может быть связано с документами, да, оформлением документов, может быть, допустим, на какую-то поездку, покупка билетов. Может быть, вы какие-то бумаги оформляете, вот, связанные с вашей деятельностью. Может быть, это... Вот если, допустим, вы где-то учитесь, может быть, это подготовка к экзаменам или сдача даже каких-то экзаменов. Здесь еще ситуации вот общения, много общения, может быть, много звонков и новых, в том числе, ну, с новыми людьми общения, да, много, когда вот вы затрагиваете большое количество людей. Может быть, даже вам это не так уж и комфортно, да, может быть, приходится преодолевать себя, делать усилия, может быть, вам хотелось бы какой-то более спокойной деятельности, но ничего не поделаешь, что здесь вот такой день, когда нужно как-то подрасти, выйти за пределы, за рамки, за свои уже. Очень хорошая карта вот для учительской, преподавательской деятельности, тренерской деятельности, да, вот реально вы сегодня, если вы, допустим, учитель, преподаватель, тренер, вас сегодня слушают, уважают, вы действительно можете сегодня что-то такое очень полезное дать ученикам, слушателям, да, вот вас будут прям ценить здесь. Также здесь может быть для кого-то из тельцов, знаете, начало, может быть, строительство, кто-то, может быть, задумается о покупке земли, покупке недвижимости, может быть, для кого-то это повышение в должности, да, пригласят вас на беседу и скажут, вот, не хотите ли вы возглавить там какой-то коллектив, допустим, или не хотите ли вы поехать там в другой регион для того, чтобы вот какую-то работу сделать, то есть много у вас здесь может быть каких-то неожиданностей сегодня. Знаете, даже вас как-то немножко это будет выбивать из колеи, но это все вот в положительном ключе, это все для вашего будущего. В отношениях, кстати, вот кто-то может вмешиваться, третий, будьте осторожны. Так, следующая карта для близнецов.
у вас выпадает семерка чаш, уважаемые близнецы. Ну, семерки это всегда карты, ориентированные на других людей. То есть сегодня для вас самое важное, как вас воспринимают другие люди. От этого зависит, как вы будете себя чувствовать, какой у вас будет день. И кроме того, вот эта карта очень часто связана с нашими какими-то, знаете, очень сильными желаниями. Может быть, вот хотим то, что не заслужили, хотим то, что нам не положено, хотим что-то чужое, хотим, чтобы кто-то для нас что-то сделал, на нас потратился, вложился в нас и так далее, и так далее. Да? Может быть, сами вот какими-то своими поступками создаем критические ситуации. В общем, знаете, а может быть, нам захочется сегодня какой-то быстрой езды или какого-то риска, или куда-то деньги вложить. То есть, знаете, вот прям сегодня тянет вас, уважаемые близнецы, на какие-то поступки, которые потом проблемами обернутся. Да? Вот будьте осторожны. Вот могут быть, знаете, такие вот желания обладать, вот хочу, и это хочу, и всего мне мало, да, вот может быть такое. Кроме того, мы вовлекаем в это других людей, да, может быть, сами, допустим, мы не можем себе это позволить, иначе бы зачем нам хотеть, мы просто бы купили себе, там, взяли то, что нам как бы положено, и все. Но так как у нас нет средств своих, да, мы можем привлекать других людей к этому, и, ну, в общем, не только себя утомляем, да, но и другим людям проблемы создаем. Вот если, конечно же, у вас есть желания такие, которые реальные, да, которые, вот, на которые у вас есть средства, то тогда это карта просто исполнения ваших желаний. Просто пошли и купили, пошли и сделали, потому что у вас есть возможность. Так, следующая карта у нас для раков. Старший аркан Солнца, это, конечно, просто замечательно. Это карта, знаете, ну, удачи, успеха, такого оптимизма, позитивизма. Когда нас любят, нас ценят, мы можем себя демонстрировать, показывать. Знаете, мы можем сегодня вот быть в центре внимания и играть какую-то роль, да, вот, допустим, вообще это же у нас Солнце, карта игры, да, мы можем играть и выигрывать, допустим, просто в какие-то игры, которые нас развлекают, ну, может, даже компьютерные, может быть, с друзьями какие-то игры, да, там настольные, допустим. Мы можем сегодня просто какой-то образ себе создать, да, и вот наслаждаться вот тем, что мы вот не такой, как всегда, не похожи на себя, да. Мы сегодня можем привлекать внимание разных людей, вот любого человека, которого нам хочется привлечь, мы можем сегодня как раз привлечь. А также здесь приходят выигрыши, приходят какие-то денежки, суммы хорошие денег. Да, это у нас золото, мы можем покупать какие-то золотые вещи или какие-то драгоценные вещи, или приобретать то, что нам вот очень нравится, очень дорого, то, что повышает наш имидж, статус нам какой-то придает, подчеркивает и так далее. Также по Солнцу мы можем ездить в какие-то теплые там места, страны, да, может быть, кто-то, у кого-то отпуск, да, и вот есть возможность погреться где-то на солнышке, в теплом месте находиться, да, ну или это просто семейные какие-то теплые вечера, дни рождения, праздники и так далее. У деток тоже могут быть какие-то хорошие события, да, в течение дня. Так, что еще может быть по солнышку у нас? Ну, по солнышку всегда все самое лучшее происходит. Но здесь только как заслуженный результат. Кстати, любовь. Сегодня вы можете влюбиться, вы можете встретить человека, который вот просто вас восхищать будет, да, или вы будете кого-то восхищать. Вы можете, если вы в отношениях, снова влюбиться в своего партнера. То есть вот это прям карта, знаете, такой очень мощной энергетики, да, когда нам ничто не может противостоять. Вот если мы захотели что-то, да, вот нам достаточно слова сказать, и у нас вот такой магнетизм, что вот все начинают как бы делать то, что мы хотим. Поэтому часто говорят, что карта Солнца, она с эгоизмом связана. На самом деле это просто вот такой магнетизм, что люди просто готовы все для нас делать.
Так, карта для львов. Сегодня у вас, уважаемые львы, восьмерка мечей выпадает. Восьмерка мечей – это карта, которая нас обычно привязывает к какой-то ситуации, к какому-то месту. Да? Может быть, это, допустим, вы ждете какого-то мастера, и он должен прийти в течение дня, да, и не можете выйти куда-то. Или, допустим, вы целый день проводите на работе, а вам хотелось бы быть вообще в другом месте. То есть, ну, какие-то такие ситуации, когда вот вынуждены вы просто находиться где-то. Также карта может говорить о том, что вы находитесь, допустим, в кругу, там, в коллективе, в кругу друзей, в кругу семьи. И вот у этого коллектива, у этой семьи есть свои какие-то порядки, традиции, какой-то распорядок дня, в общем, требования, обязательства, да, которые вы вынуждены выполнять. А вам совершенно этого не хочется, да, но вы боитесь, допустим, озвучить свое вот желание, свои требования и так далее. Вот карта говорит, зря. Нужно обязательно говорить о том, что вы на самом деле думаете. Если, допустим, даже люди, которые вот в вашем окружении находятся, думают иначе, нужно уважать их мнение, да, то есть мы не заставляем никого думать по-другому или работать по-другому, что-то делать, да, по-другому, но сами мы за собой оставляем право жить так, как мы хотим, идти туда, куда хотим и так далее. То есть вот сегодня, уважаемые львы, вам нужно прислушаться к себе, чего вы на самом деле хотите. Вам нужно заявить о себе. Это карта любви к себе. Очень часто мы просто подстраиваемся под других людей, под коллектив, потому что их больше, мы боимся просто слово сказать или боимся себя выразить, да, как-то свою индивидуальность проявить, о своих желаниях сказать. Вот, и ну, получается так, что мы сами страдаем, да, мы не реализуемся, мы не рады той работе, тому обществу, в котором находимся, но на самом деле мы сами себя ограничиваем. Видите, вот тут человек подошел и как бы эти путы все разрезал, да, то есть на самом деле люди, которые рядом с вами, они были бы не против, то есть, может быть, ваши страхи-то надуманные. Нужно вот сказать сегодня то, что вы думаете, поговорить о том, что вас беспокоит, и все решится благополучно. А также, кстати, вот по этой карте вообще день, когда вы выходите за пределы за свои, да, это вы от чего-то освобождаетесь, или вас освобождает кто-то, или жизнь освобождает. В общем, это точно какие-то новые у вас права появляются и какая-то свобода. Так, кстати, по этой карте очень часто приходит возможность получить знания какие-то бесплатно, очень ценные какие-то знания. То есть, может быть, какой-то бесплатный курс сегодня вам встретится или еще что-то такое. Вот беритесь, если вам это нужно. Это как раз для вас специально жизнь предоставила. Следующая карта для Девы. У вас карта старшего аркана правосудия. Конечно, эта карта непростая. Это карта, когда нужно вот как бы обо всем думать. То есть здесь без осмысленного такого отношения ко всему нормальный день не прожить. Но вы, девы, как раз и любите так, чтобы все было на своих местах, чтобы все было справедливо, чтобы все было по полочкам, по списку и так далее. Вы как бы, может быть, даже критикуете, осуждаете тех людей, которые живут вот не так, да, не по плану, которые не могут как бы свои обязанности выполнять и так далее. То есть вы даже таких людей не уважаете. На самом деле это день прям ваш. Вам очень будет хорошо и комфортно сегодня. Что здесь важно? Здесь, скорее всего, будут какие-то вопросы, связанные с как бы обязательствами, да, есть рядом люди, и у каждого из вас есть обязательства свои. Скорее всего, какие-то, ну, какая-то сторона свои вот эти обязательства не выполняет, и, скорее всего, придется здесь обсуждать этот вопрос. Могут быть вопросы, знаете, людей, которые вот как-то на вас нападают, как-то негативно к вам относятся, да, вы можете даже что-то отвечать им еще. Эта карта, может быть, показывает конкуренцию или, может быть, решение каких-то юридических вопросов, споров. Это может быть просто какие-то доверенности, документы, да, оформляете. Так, что еще может быть? Очень часто по этой карте идет покупка, да, совершается сделка.
Это может быть крупная сделка, это может быть мелкая сделка, да, но факт в том, что так как это старший аркан, это что-то важное такое, да, может быть это что-то коммерческое, с вещами связанное, да, а может быть это и как бы сделка такая вот, обязательства какие-то мы на себя берем. Очень часто какие здесь могут быть обязательства? Заключение брака, да, предложение руки и сердца, решение родить ребенка, решение переехать, работу, допустим, сменить. В общем, какие-то важные такие решения, которые мы обсуждаем с близким кругом. Вот. И вообще эта карта последствий. Сегодня день такой, уважаемые девы, для вас, когда вы получаете последствия того, что вы сделали. Если сегодня у вас будет очень такой удачный, счастливый день, знайте, что вы, в общем, правильно все делали в том плане, что вы свою жизнь сами сделали счастливой. То есть вы сами как бы заложили то, что вот к вам сейчас вернулось, да, хорошим. Если же какие-то сложности происходят, то нужно просто понять, в чем ошибка, да, что мы делаем не так, чтобы впоследствии вот не случалось с нами чего-то негативного. Следующая карта, опять же, старший аркан влюбленные, выпадает весам. Вы, уважаемые весы, будете сегодня, скорее всего, очень в таком напряженном состоянии, будете думать, какое решение принять. Вы будете думать, как отреагировать на какой-то поступок близкого человека. Или, может быть, учиться, не учиться, ехать, не ехать. Да? То есть вот именно такой выбор, как на перекрестке, на таком вы будете находиться. Но вот смотрите, здесь вот Ева передает Адаму яблоко, да, он его берет. То есть может быть такое, что кто-то сегодня вас может как бы соблазнить, да, и впоследствии вы можете пожалеть о принятом решении. Поэтому нужно очень хорошо думать. Видите, здесь меч в руках ангела. Меч – это мысль, слово, да. То есть прежде чем сказать слово, хорошенечко подумайте, чем это обернется для вас. И посмотрите, вот здесь вот на карте изображена гора. Это как наша цель, к которой мы должны прийти. И вот подумайте, то, что вы сегодня делаете, решение, которое вы сегодня принимаете, оно служит вот этой цели или оно уводит от нее? Вот, и еще, принимая какое-то решение, вы знаете, что обязательно в это будут вовлекаться другие люди, близкие вам люди, да, и вы не только на себя берете ответственность, вы за них тоже отвечаете, когда вот это решение принимаете. Поэтому будьте осторожны сегодня, не ошибитесь. Все просчитывайте, продумайте, советуйтесь, если нужно, да, вот со специалистами. Также карта может говорить о том, что вы просто можете сегодня влюбиться, встретить человека по судьбе. Кто-то брак будет заключать, кто-то предложение будет делать. Да, вот смотрите, вот у нас очень похожие тут карты у Девы и у Весов. Так, следующая карта у нас для скорпионов Паж кубков. Но здесь у нас чувства, да, чувства, которые нас переполняют, уважаемые скорпионы. Сегодня день действительно такой очень мощный. Если вы его используете для творчества, для того, чтобы разобраться в подсознании в своем, да, или для того, чтобы заняться там какими-то предсказаниями, допустим, если вот кто-то из скорпионов занимается там таро или еще чем-то таким, да, вот это замечательный день для того, чтобы именно предсказаниями заниматься. Вот тут чистая энергия воды, да, мы очень хорошо чувствуем, что происходит с нами, с другими людьми, мы очень хорошо чувствуем вот на самом деле, какие люди рядом с нами, да, то есть интуиция очень сильно работает. Ну и, конечно же, те, кто творчеством занимается, просто замечательный день, потому что будет все получаться, будет можно создать какой-то шедевр, да, вот если вы человек творческий, воспользуйтесь этим днем, посмотрите, тут рыбка, да, то есть это не просто творчество, это творчество принесет известность, расширит ваши возможности, денежки принесет и так далее. А также карта очень часто связана с детьми, у тех скорпионов, у кого они есть, тоже вот призыв заняться детьми и, может быть, помочь им определиться в профессии в будущей, да, может быть, помочь им определиться
поделиться с каким-то увлечением, а также, может быть, нужно просто поговорить с детьми и выяснить какую-то ситуацию, может быть, что-то их беспокоит. Хорошее время для похода к психологу, для того, чтобы поговорить по душам просто. Если говорить об отношениях, это новая встреча, новое знакомство, новая влюбленность, либо обновление чувств в паре. Кстати, может быть, сегодня какое-то торжество небольшое, да, может быть, это, скорее всего, вне дома будет, ну, как будет проходить, потому что здесь у нас Пашкубков, он здесь на берегу моря, да, то есть это где-то вне дома, скорее всего, какое-то мероприятие, торжество, может быть, связанное с искусством, связанное с творчеством, или просто что-то очень приятное, где можно покушать, нас окружает красивая, музыка звучит красивая, мы хорошо, приятно общаемся по душам и так далее. А следующая карта – это королева Пентаклей для стрельцов. У вас, уважаемые стрельцы, будет день, когда вы будете решать какие-то материальные вопросы, либо, знаете, это домашние какие-то дела, которые вам позволяют улучшить ваш быт, создать красоту, поменять, может быть, мебель, да, улучшить как-то то, что вот украшает ваше жилье. Также карта, связанная с ремонтами, с приобретением недвижимости, да, именно не просто недвижимость, а дом, да, вот именно дом, квартира, то, что нам не хватает, да, то, что нам нужно для нашей безопасности. Также эта карта говорит о том, что сегодня нужны какие-то инструменты нам для того, чтобы вот этот день прошел так, как нужно. Ну, у кого какие, да. Если вы занимаетесь, допустим, искусством, там, живописью, вам нужно, допустим, нужны будут кисти, да, или еще что такое. Может быть, вы ремонтируете там машину, вам инструменты такие нужны будут. То есть, может быть, вы сегодня либо приобретаете инструменты, либо сегодня, может быть, вы что-то с помощью этих инструментов делаете. И даже музыкальные инструменты тоже вот можно приобретать по этой карте. Мы можем пользоваться этими инструментами, да, там вот играть, допустим, или ремонтировать что-то. А также карта связана со здоровьем, когда мы наводим порядок в своем питании, в своем режиме, может быть, какими-то народными средствами лечимся, травки пьем и так далее, массаж, может быть, делаем. Вот королева Пентаклей – это еще замечательный массажист, это человек, который, может быть, лечит руками, это вообще любые манипуляции, связанные с телом, да, это может быть и салон красоты, что-то такое, да, вот все, что связано с красотой, с телом, со здоровьем, это все будет очень хорошо и положительно. Кроме того, вот негативное, что по этой карте может быть у вас, уважаемые стрельцы, несмотря на то, что вы вообще знак такой позитивный, у вас могут быть перепады настроения и, знаете, даже вот в отношениях с людьми вы можете быть очень нестабильны, да, то есть то вам нравится человек, то не нравится, то вы как бы мило с ним разговариваете, то готовы его там на кусочки разорвать, то есть может быть вот такая нестабильность и холодность какая-то. Вот, а так вообще карта хорошая, для денег очень хорошая карта, для того, чтобы какие-то покупки делать, для того, чтобы вкладывать во что-то, приобретать крупные вещи, полезные вещи, которые долго будут служить. Так, что еще? Вообще хорошее время для того, чтобы что-то руками делать, да, вот каким-то творчеством заниматься полезным и денежки за это получать. Так, следующая карта для, кто у нас тут, Козероги, да, для вас, уважаемые Козероги, это будет пятерка Пентаклей. Но карта такая, знаете, непростая и двусмысленная. С одной стороны, здесь все хорошо, с другой стороны, все плохо. И от вас, уважаемые Козероги, от самих будет зависеть, как ваш день пройдет. Почему? Потому что пятерка Пентаклей – это у нас как раз ситуации, связанные с, знаете, как это сказать лучше – когда мы бережем деньги, вот складываем деньги. Вот, допустим, были праздники, да, вы потратили излишне.
И вот сейчас может наступить момент, что вы как бы не предусмотрели то, что денег будет мало, не хватает, да, из-за этого вы можете переживать. Если же вы заранее позаботились, если вы заранее все рассчитали, то у вас никаких проблем не будет с деньгами. А также карта говорит о том, что у вас может быть сложности со здоровьем, с питанием и может быть потребоваться помощь какая-то вам или вашим близким. Вот в этом тоже может быть такой как бы негатив небольшой. А так, в принципе, все в ваших руках. Сегодня может появиться шанс для того, чтобы заработать. Самое главное его увидеть. Здесь может, знаете, сыграть роль такой конструктивный взгляд на жизнь, на мир, да, не просто позитивный, а именно конструктивный, что всегда из всего может получиться что-то хорошее. И вы, допустим, если не будете зацикливаться на негативе, вы заметите тот шанс, который вам представит жизнь. Кстати, шанс может, скорее всего, через общение приходить, через близкий круг, через семью, друзей, знакомых, через какую-то информацию, да, какие-то новости могут вам дать какой-то шанс, или поездки, какие-то поездки, которые вот помогут вам заработать. Так, что здесь еще? Кстати, у вас здесь может быть какой-то вариант с учебой, да, вот, допустим, у вас какая-то сложная ситуация в работе, в деньгах, вот, и вы даже не думаете о том, что можете исправить положение, если только поменяете сферу деятельности или улучшите как-то свою сферу деятельности, больше опыта приобретете. Вот если сегодня предложат вам учиться, да, какой-то шанс, вот соглашайтесь, это прям вот то, что вас вытащит из проблем. Ну и вообще сегодня хорошо думать не только о материальном, но и о духовном. То есть причина наших денег в том, что у нас внутри, что у нас в душе. Вот об этом стоит подумать. Следующая карта для водолеев, карта старшего аркана «Дурак». Это вообще идеальная карта для вас, потому что она управляется тоже Ураном, как и вы, да, как и ваш знак, уважаемые водолеи. Поэтому это будет очень комфортное время для вас, комфортный день. Вот вы действительно вздохнете полной грудью. Вы можете сегодня себя очень хорошо чувствовать, свободно, легко. Для вас могут открываться новые возможности, новые встречи могут быть. Вы можете отправляться в путешествие, у вас могут быть какие-то праздники. В общем, карта, когда перед вами открывается целый мир. Ну и вообще, это какие-то новые возможности, новые отношения, новая работа. В общем, все обновляется в вашей жизни, уважаемые водолеи. И так как это старший аркан, скорее всего, это ну, как бы надолго, это все серьезно. Да? Пользуйтесь моментом, ни в коем случае не пугайтесь, если в вашей жизни что-то неожиданное происходит. Также эта карта говорит о том, что вы можете, допустим, сегодня решить, допустим, лететь куда-то, да, за границу или в другой город, покупать билеты на самолет. Может быть, решаете вопросы с каким-то обучением, да, допустим, у вас уже есть какой-то опыт, какая-то профессия, а вы хотите его обновить. Может быть, какая-то идея сегодня очень важная придет, которая вот вашу жизнь изменит, если вы ее примените. Так, что еще? Друзья. Друзья могут вам помогать сегодня, быть рядом. Вы можете на них опираться. И еще вот очень важно сегодня прожить день с какой-то целью, значимой целью, то есть быть полезным человеком для своего окружения, для общества, да, вот что-то полезное такое сделать. Следующая карта для рыб. У вас, уважаемые рыбы, рыцарь кубков выпадает. И здесь карта связана с семьей, с домом или с какими-то людьми, которых мы любим, которых мы уважаем. Вот через этих людей приходит в нашу жизнь что-то хорошее. Они могут нам делать предложения какие-то, они могут приносить нам новости, они могут нас приглашать на какие-то мероприятия, на праздники и так далее. То есть вот через этих людей приходит что-то хорошее. Кроме того, вот по этой карте очень часто подарки приходят, какие-то суммы денег значимые, значительные. Сегодня мы можем быть признанными, сегодня мы можем встретить человека там, по судьбе, да, это новое знакомство какое-то может быть, но не забываем, что это вот рыцарь кубков – это человек, который весь на эмоциях такой, весь на чувствах, это человек, который
может говорить много, да, но делать мало. Поэтому, если это какие-то новые люди, вы еще их хорошо не знаете, не проверили, не доверяете всем их словам. А особенно, если они вам предлагают что-то, ну, куда-то вложить деньги, да, или еще что-то такое важное, вот не спешите соглашаться. Сначала посмотрите, что за человек, и проверьте все то, что он вам говорит. И результат дня, 4 жезлов выпадает, просто замечательный праздничный какой-то вечер, когда мы очень многое успели за день. День действительно какой-то очень такой эмоционально насыщенный, когда у нас много каких-то свершений, и вот это ощущение, что я сделал все, что мог, и теперь готов, ну, могу отдохнуть и порадоваться, да, вот это как раз состояние, это будет присутствовать. Кроме того, смотрите, сегодня важно вечером какие-то свои желания удовлетворить, поговорить о том, что вам важно, то есть как-то показать себя. Вот вы в кругу близких людей, люди вас там любят, ценят и так далее. Вот сегодня важно как бы не подстраиваться под других людей, а говорить о том, что для вас важно, что для вас ценно, да, может быть, какие-то у вас идеи есть, там, новые начинания, может быть, вы хотели бы, да, и вот нужно пообщаться, поговорить с близкими людьми о том, что вы хотели, к чему бы вы хотели прийти. Друзья, всем желаю прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Не забывайте писать комментарии, как у вас день проходит. Всего вам доброго и до новых встреч.